фотографиями, транспарантами и планами. Уходим назад. Ветеранов Великой Отечественной войны. Нет, вставай! Крыма. В каждой семье память свой герой-победитель. И сегодня сотни людей вышли на парад победы, встав в ряды бессмертного полка с портретом своего родственника-ветерана боевого и трудового фронта. Плечом к плечу идут убеленные сединами ветераны, дочери и сыновья фронтовиков, внуки и правнуки. В руках портреты самых дорогих и близких сердцу людей, братьев, отцов, дедов, бабушек, сестер и матерей, павших и живых, тех, кто на своих плечах вынес все тяготы и испытания войны и послевоенного лихолетия, кто бился насмерть, освобождая города и деревни, кто испытал на себе ужасы фашистских лагерей, кто сутками махал на заводе, в поле, на заготовке продуктов, ловил в ледяной воде рыбу, охотился на зверя, сражался в партизанских отрядах. Они вместе давали великую победу, и вклад каждого поистине неоценим. И сегодня они вновь в строю, вместе с своими потомками. Праздником! 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 Видел в церквах забвенья, тишину, прохладную вечность, бессмертный строем, идет опять сражаться за страну, погибших души с нашими сливаясь, волной сгибают прямо в облака, своих потомков снова возрождаясь, течет река бессмертного полка, течет река бессмертного полка. Слезами утихнет боль. Поймем мы, смерти нет. Они всегда в строю, навеки вместе с нами. В одном святом строю идут и внук, и дед. В составе колонны всероссийской акции «Бессмертный полк» глава республики Саха-Якутия Айзет Сергеевич Николаев. И мы опять весну встречаем День Победы, лучший день в году. И от Камчатки до прославленного Бреста, от Севастополя до Мурманских широт. Победе священно. Да здравствуют воины-победители! Всероссийская акция «Бессмертный полк» объединила жителей всей страны. Сегодня колонны потомков победителей с портретами своих родных героев пройдут по всей России, от Калининграда до Камчатки, во всех странах ближнего и дальнего зарубежья. Бессмертный полк России – акция, призванная сохранить память о Великой Отечественной войне, о каждом, кто, не жалея своей жизни, боролся за освобождение Родины от фашистских захватчиков. Ушли в бессмертие, чтоб нам В составе колонны всероссийской акции «Бессмертный полк» глава городского округа город Якутск Сардана Владимировна Авксентьева и руководителей города Якутска. Нас зовут
время неумолимо отделяет нас от тех героических дней. Чем дальше от нас опаленные войной дни, тем короче строй воинов-ветеранов, которым мы обязаны чистым мирным небом над страной, которые освободили мир от фашистской гидры. Не все дожили до победы, сложил голову на поле боя, кто-то умер от ран, полученных на войне, кто-то своей смертью, много после. Кто-то из этих великих людей жив до сих пор. И в этот день мы спешим поздравить их и поблагодарить за щедрый подарок, нашу жизнь и свободу. Стартовала в городе Томске в 2012 году. В 2013 году к бессмертному полку присоединились 120 городов и населенных пунктов России. И на сегодняшний день акцию «Бессмертный полк» поддерживают уже все нашей страны. Бессмертный полк опять в строю, участвует в торжественном параде. Портреты победителей несут. Бессмертие представлено к награде. В поблекших снимках разных лет видна война, эпоха лихолетия. Грудь в орденах за множество побед, за мир. По площади идет неровный строй. Их дети, внуки, вдовы и сироты. Для каждого из них он был герой. В атаку шел на вражеские доты. Победным гром салютов вашу честь в памяти людской остались. Святой была фашистам ваша месть. Вернуться с той войны не всем досталось. Бессмертный полк опять в строю. Нам не забыть о той войне далекой. Вы не щадили в битве жизнь свою, и уходили в вечность вы до срока. Память, за собой позови, все тревожные далекие дни. Ты, героев ушедших, сейчас а живущих в ныне юность верни. Память, ты же можешь, ты же должна. Стрелки нам хотим не просто вспоминать имена. Мы хотим глазами заглянуть по площади Победы. Идут колонны бессмертного полка. За годы Великой Отечественной войны погибло свыше 27 миллионов наших сограждан. Если по каждому погибшему из 27 миллионов в нашей стране объявить минуту молчания, страна будет молчать 43 года. 27 миллионов за 1418 дней. Это значит, каждые 6 секунд уносили на фронте одну человеческую жизнь. 27 миллионов погибших на 2600 километров. Это значит 10 человек на каждый метр земли. Каждый шестой житель нашей страны погиб во время войны. Я славлю пращуров своих, всех воинов моей отчизны. Я славлю павших и живых, что в битвы шли во имя жизни. Я славлю тех,
кто как один в атаку яростно вставали и грудью родину прикрыв, в огне войны дотла сгорали. И пред Москвой стеною встав, они врага не пропустили. И подняв шагом, они войну ту завершили. Они шагали на восток, потом врага гнали на запад. Среди тех огненных дорог рождался воин из солдата. Среди безумия войны, среди смертей, огня и стали, они Россию сберегли и Русь святую отстояли. Они сражались за нее и не щадили своей жизни. И погибавшие в плену не предали своей отчизны. Во время войны разрушено более 6 миллионов зданий. Лишились крова свыше 25 миллионов людей. Разрушены многие десятки тысяч промышленных предприятий. Приведено в негодность 65 тысяч километров железных. Взорвано 15 тысяч мостов. Угнаны 16 тысяч паровозов. И без малого 500 000 вагонов. Разрушены и разграблены десятки тысяч больниц и других лечебных учреждений. 100 тысяч школ, средних и высших учебных заведений, научно-исследовательских институтов, сотни музеев и театров. Советский Союз в результате войны и вражеской оккупации части его территорий потерял около 1/3 всех своих национальных богатств. Слава воинам, павшим в боях, слава тем, кто прославил отчизну. Этой славе не меркнуть в веках. Они пали за нас ради жизни, за Россию, великую Русь, за священную нашу державу. Полегли в той далекой войне. Отдадим же им память и славу. В бессмертном полку нет громких речей. В бессмертном полку миллионы свечей горят в каждом сердце и ночью, и днем вечным огнем, священным огнем. В годы Великой Отечественной из Якутии были призваны 62 343 человека. Из них 32 919 погибли, умерли или пропали без вести. Воины из Якутии служили снайперами, разведчиками, артиллеристами, танкистами, летчиками на Волховском фронте, Юго-Западном фронте, Калининградском фронте, на Курской дуге. Защищали Москву и Ленинград. И сегодня в рядах бессмертного полка с фотографией на нас смотрят они, не вернувшиеся с поля боя герои, и те, кто вернулся, но их уже с нами нет. Это они, солдаты бессмертного полка. Вспомним всех поименно, сердцем вспомним
Помним своим. Это нужно не мертвым, это нужно живым. Разве можно это забыть? И сегодня они вновь в строю, в бессмертном полку. Слава народу победителю! Связь поколений неразрывна, пока жива память. Когда от сердца к сердцу передается скорбь по погибшим, боль страданий и всеобщее ликование в День Победы. Более 12 миллионов человек с портретами ветеранов, своих близких и родственников пройдут от Анадыря до Донецка, включая наш город Якутск. В этот день колонна бессмертного полка. В эти майские дни святой для всех день более чем в 500 населенных пунктах России, Казахстана, Белоруссии, Кыргызстана, Украины, Бельгии, Греции, Голландии, Польши, Америки, Египта, Израиля и других стран сформированы и пройдут колонны бессмертного полка. Слава тебе, победитель солдат! Сегодня ты снова в строю. Не закончилась война для тех, кто пал в бою. Солдаты победы вновь в строю, всегда в строю. Они снова в строю, наши воины-победители. Они продолжают свой победный шаг по стране. Мы не щадили жизни на войне. Мы гибли под Москвой и Сталинградом. Мы не могли представить в вечном сне, что встанем в строй однажды с вами рядом. Под знаменем полка пройдем сквозь время, города и страны. Пусть след войны своей смертельной раной для всех уроком будет навсегда. Последний бой, простые люди. Бессмертный путь — это самая честная, искренняя и душевная акция, которую можно было придумать. Поэтому самая многолюдная. Сюда приходят не потому, что заставили на работе, настойчиво попросил начальник или пообещали премию. В ряды бессмертного полка встают по зову сердца. Именно здесь можно почувствовать единение с теми, кого давно нет. Но они живы, живы в семейных фотоальбомах, воспоминаниях. А теперь вот и на портрете, который ты держишь в руках. И от него, от этого портрета, человеческое тепло. Даже если с Лены дует ветер, больше похожий на ураган. И такое же тепло вокруг тебя. Связь поколений. Ты чувствуешь ее физически. Никакой учебник или самый правильный лозунг такого ощутить не позволит. Только так, плечом к плечу, с другими, рядом, якуты, русские, киргизы, буряты, казахи, чеченцы, украинцы, татары. И это уже дружба народов. Мы о ней много говорим, но стать родными даже незнакомым людям можно только тут, в этих рядах. У каждой свой воин, своя история.
Каждый народ отдал войне своих лучших сынов, самых смелых, отчаянных мужчин. Вставай, бессмертный полк, смотри в глаза солдата, и память о войне пусть будет свята, и сохранить ее наш общий долг. Бессмертный полк шагает по стране, не все смогли дожить до Дня Победы. Спасибо вам за этот марш победный. Спасибо вам за память о войне. Мы, все бойцы бессмертного полка, пусть знает мир и знают войны, пока вы помните, наш полк бессмертен. Народный подвиг славен на века. Память – вот то чувство, которое заставляет жителей города Якутска каждый год вставать в ряды бессмертного полка, невзирая на все неудобства, чтобы отдать долг памяти. Эти мгновения святы, они нужны каждому живущему сегодня. И нашим детям и внукам это то, что делает нас людьми. Мы живы, пока хоть кто-то о нас помнит. Каждый из тех, кто пал на полях сражений, кто умер в госпиталях от ран или дошел до победы, но не с ней, кто ковал победу у станков, кто стыл в тылу на заготовке продовольствия, каждый из них должен оставаться в строю бессмертного полка. Солдат, ты шел вперед, и невзирая на жару и холод, ты смелым был и храбрым, хоть и молодым, в душе хранил тот образ, что так дорог, поэтому ты был непобедим. Ты шел на смертный бой, не зная страха. Ты шел вперед, за миром шел своим, и смелость, храбрость, как должна была всегда с тобой. Ты был непобедим, и Бог восстал. Ура! Победа наша! И мир наступит у детей твоих. И только слезы грусти за ушедших безвозвратно. Хвала им, честь и память от их. Мы будем помнить этот подвиг вечно, ценить и уважать из поколения в поколение подряд тот мир, что был так дорог бесконечно, и за которым в бой пошли, не повернув назад. Спасибо вам, любимые, родные, такие смелые. Мы всех вас помним, и память бесконечна. Передавать ее мы будем через годы, через века. А рядом с ним отец и мама. Сегодня День Победы, день священный. Мы этот день запомним навсегда. Зажгла Россия свет, и свет нетленный зажегся на грядущие года. Бессмертный полк шагает по стране,
за тем, что в мире не было войны, и жили в дружбе все земные дети, а мир хранил заветы тишины. Священный свет, войдя в сердца людские, наполнил их божественным огнем, и в них воскресли, точно как живые, родные лица памятных времен. Бессмертный полк шагает по планете за тем, что в мире не было войны, и жили в дружбе все земные дети, а мир хранил заветы тишины. В одном строю с потомками своими, как будто зная, будет в этом толк, под наши песни русские живые, победный марш идет бессмертный полк. Бессмертный полк шагает по планете за тем, что в мире не было войны, и жили в дружбе все земные, а мир хранил заветы тишины. На площади Победы проходит бессмертяне, семьи героев, ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Всероссийская акция «Бессмертный полк» объединила жителей всей страны. Сегодня колонны потомков победителей с портретами своих родных героев пройдут по всей России, от Калининграда до Камчатки, и практически во всех странах ближнего и дальнего зарубежья. Память о Великой Победе священна. Да здравствуют воины-победители! В каждой семье памятен свой герой-победитель. И сегодня сотни людей вышли на парад Победы, встав в ряды бессмертного полка с портретом своего родственника, ветерана боевого и трудового фронта. Плечом к плечу идут убеленные сединами ветераны, дочери и сыновья фронтовиков, внуки и правнуки. В руках портреты самых дорогих и близких сердцу людей, братьев, отцов, дедов, бабушек, сестер и матерей, павших и живых, тех, кто на своих плечах вынес 70 военного лихолетия, кто бился насмерть, освобождая города и деревни, кто испытал на себе ужасы фашистских лагерей, кто сутками пахал на заводе, в поле, на заготовке продуктов, ловил в ледяной воде рыбу, охотился на зверя, сражался в партизанских отрядах. Они вместе ковали великую победу, и вклад каждого поистине неоценим. И сегодня они вновь в строю вместе со своими потомками. И машет детская рука, стоит смертного полка. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. Эти строки из песни и о нашей семье. Уже давно нет в живых бабушки и дедушки, и уже родители
глядят на нас теперь только с фотографий. Когда началась война, маме было 13 лет, дяде Коле 7, а тете Ане 3 года. Отец мамы в первые дни войны ушел на фронт добровольцем. Все заботы о семье легли на плечи мамы. Бабушка с утра и до ночи трудилась в колхозе, и 13-летняя девочка стирала белье на всю семью, готовила, таскала воду. Мама рассказывала, как ломила руки, как валилась с ног от усталости. И в семье был негласный запрет не рассказывать дурных новостей с фронта, не рассказывать о похоронках, потому что в сердце жила за отца. От него не было вестей с самого начала войны, ведь он был неграмотным. Мама рассказывала, что когда почтальон проходил мимо их дома, она молилась, чтобы он не свернул в их двор. К счастью, дедушка вернулся живым, правда без ноги. Он никогда не рассказывал о боях, но всегда вспоминал своего фронтового друга Костю из Волгограда, в честь которого и назвали меня. Герои, победители войны, отцы и деды, пращуры святые, вы воины великой той страны, чье имя гордое в сердцах звенит Россия. В сердцах потомков ваша бьется кровь, и в наших генах ваше устремление. Вы в мир несли победу и любовь прошедшего сквозь битвы поколения. В огне войны сгорали вы дотла, в тылу врага в застенках. Не всех судьба вас в битвах берегла, но страх в своих вы душах побеждали. Вы побеждали в яростных боях, на грани смерти в рукопашных схватках. Сверкала сталь в игольчатых штыках, в крови врагов саперные лопатки. Гремел в полях суровый бог войны, и падали снаряды на окопы. Вы отрывались в небо от земли, в атаку шли на смерть и пулеметы. Не замерзший Сталинград, к Москве, как звери, прорывались танки. Вы ходили в бой, пройдя парад, и снег фашистов заметал останки. Как волки выли мины над Днепром, когда вы вплавь его одолевали. Вы шли сквозь смерть под проливным огнем, и землю малую собой заслоняли. Белград и Прага, Вена, Будапешт встречали вас весной и цветами. Встречали Братислава, Бухарест, горел Рейхстаг, Берлин вы зачищали. Вы шли вперед и гнали вы врага, за Русь святую в битвах побеждали. Победу утвердили на века, родную землю внукам завещали. Вы воевали за своих детей, за нас, потомков, вас еще не знавших, и подвиг ваш живет среди людей. Мы помним вас, живых и в битвах павших. Мы славим вас, героев той войны. В сердцах и душах наших вы живете. В победы день в строю своей страны, плечом к плечу с живыми вы идете. Прошли года, но будет жить в веках победа, та, что вы нам завещали. И видят ваши правнуки во снах бессмертный полк, идущий меж мирами.
Связь поколений неразрывна, пока жива память. Когда от сердца к сердцу передается скорбь по погибшим, боль страданий и всеобщее ликование в День Победы. Более 40 миллионов человек с портретами ветеранов, своих близких и родственников пройдут от